Две оперативные группы МЧС тем временем в составе 20 человек прибыли в Средний Колымский район. Там есть угроза подтопления. Половодье на реке Колыма в этом году началось много раньше многолетних сроков. Первая оперативная группа будет работать на территории Среднеколымского, вторая в Верхнеколымском районе. В Зырянке до критического уровня осталось всего несколько сантиметров. И уже подтоплена взлетно-посадочная полоса местного аэропорта. Вопрос оперативной группы – это организация взаимодействия с звеном территориальной подсистемы Верхнеколымского района. Спасатели будут заниматься вопросом предупреждения, а также спасения, проведения эвакуационных мероприятий и иных аварийно-спасательных и других неотложных работ. Работа оперативной группы заключается в проведении качественных аварийно-спасательных работ, а также организация взаимодействия с населением, с руководством района, поселковых администраций и так далее. Поэтому в аэропорту Зырянки организованы стыковочные рейсы. Маршруты Зырянка, Среднеколымск, Якутск. Только за вчерашний день перевезли 78 пассажиров. В работе задействован вертолет Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии». По возможности перевозят и пассажиров авиакомпании «Якутия» с переоформлением авиабилетов без удержания. А вот сами жители Зырянки оплачивают полную стоимость перелета до Якутска и стыковочный рейс на вертолете до Среднеколымска. Это, конечно, очень трудно, конечно, многодетным семьям. Конечно, очень много проблем создает, конечно, и пожилым людям, потому что это тоже лишние деньги. Вот в аэропорту прошлый год полностью у нас полностью затопило. И мы работали через Белую гору. Но надеемся, что в этом году у нас, дай бог, чтобы не было воды. Говоря о других реках Якутии, активная фаза ледохода на Лени в эти часы проходит на территории Алекминского и Хангаласского районов. Нижняя кромка наблюдается в районе населенного пункта Саны-Ятах. Уровень воды в норме и не превышает критической отметки. У Покровска также отмечается ледоход. У Табагинского мыса местные подвижки льда. Река Амга тем временем очистилась ото льда. На реке Алдан активная фаза ледохода проходит по территории Тампонского и Усть-Майского районов. На реке Вилюй активная фаза на территории Верхневилюйского и Нюрбинского районов. В целом, во всех населенных пунктах республики вода ниже критических отметок. Тем не менее, оперативные группы находятся в режиме повышенной готовности.